Я координатор татарского движения, татаро-башкирского движения «Штаб Татар» в Москве. Тоже являюсь предпринимателем в сфере SMM, IT. И у нас очень много направлений «Штаб Татаро-Башкир» в Москве. Также мы занимаемся и студентами. У нас свой медицинский клуб «Гиппократ», у нас свой офицерский клуб. У нас много разных направлений. Мы занимаемся мероприятиями, сабантуи в Москве проводим. И также у нас бизнес-направление проходит в штабе. Сегодня у нас в гостях очень интересные люди-спикеры. Каждый тоже представится, будет возможность представиться. Мы эти проводим встречи для того, чтобы вы взаимодействовали, для того, чтобы зарождались новые проекты, для того, чтобы татары и башкиры друг другу поддерживали в огромном мегаполисе, чтобы это все было баракатно, специально для вас. Вот такую встречу решили сделать. У нас сегодня как раз два представителя. Это Элина Исмаилова. Элина Исмаилова у нас из бизнес-сферы косметология, и у нее свое производство, она расскажет о себе. И у нас сегодня представитель Асхат, исламского банкинга, Т-банки. Мы как раз познакомились. У нас сейчас Амина Шабанова проводит форум мусульманский. Умма-форум называется. Всех привлекаю туда обязательно, рекомендую сходить на Даниловском ивент-холле, Дубининская, 71. И там тоже все представители халяль-индустрии тоже представлены. Ну что, приветствую вас, дорогие братья и сестры. Для меня такая честь находиться в таком прекрасном месте, где я чувствую себя как дома. Казань от меня не ушла, я рад видеть татар из Нижегородских, тут и пермские, и из Казахстана татары есть, да. Я к чему хочу сказать, то что татарин это синоним честности. Татарин – это синоним порядочности. Татарин должен быть синоним семейных ценностей и всего самого наилучшего. И то, что мы сегодня проводим с Гульнарой, я хочу, чтобы вы принесли не просто так, да, нетворкинг, пришли, сфоткались, сняли на видео, мы в штабе татар, ребята, мы крутые, пришли, ничего не записали и ушли, да, чтобы вот то, что Элина сегодня будет делиться ценными, действительно, знаниями, да, что сегодня будет банк говорить, где-то что-то записали, зафиксировали, но ушли не просто заряженные, мотивированные, а ушли со знаниями, которые вы сможете применить и воплотить в жизнь. Я как понимаю, кто предприниматель вообще? Поднимите руки. У кого бизнес? Самозанятые? Кто? Ага, топ-менеджеры есть? Вот, очень здорово. Сегодня прям такая целевая, достойная аудитория, которая любит зарабатывать деньги. И вот в такой аудитории я люблю находиться. Так, переходим к основной программе. Клуб «Сильные люди» – это клуб предпринимателей и инвесторов, где мы помогаем привлекать предпринимателям инвестиции. За общий период мы привлекли более 500 миллионов рублей. Много интересных кейсов у нас было. Вот Элина, кстати, один из наших кейсов. Мы ее познакомились с топ-догом. Если она захочет, она расскажет. Также у нас есть проекты, которые мы реализуем с компанией Blackstar, топ-дог. Сейчас мы скоро подпишем договор, официальные партнеры компании Озон будем. Совместный проект с Ильей Островским, это проект Seller Win, я сам занимаюсь маркетплейсом. Также я официальный представитель бизнес-ангелов. Если кто-то хочет привлечь инвестиции, можно это сделать бесплатно. Вы заходите на сайт angellist.ru, вот тоже запишите, да, на angellist.ru, и инвесторы отслеживают ваши проекты, и вы можете, если ваш проект заинтересует, и инвестор может вас проинвестировать уже на angellist.ru, он вам напишет. Кроме этого, у меня еще есть проект RNC, и в планах мы вот планируем запустить с моим партнером Верой бренд шампуней. Я активно изучаю сейчас маркетинг, и иншаллах, дай бог, все это получится. Поэтому я хочу, чтобы сегодня вы немножко зарядились. Давайте сегодня зарядим наших спикеров так, чтобы они почувствовали вашу энергетику. Вот она сейчас здесь сидит. Давайте поаплодируем Элине сначала, прям по-настоящему. И поаплодируем еще погромче Т-банку. Давайте. И вот прям на этой энергии будем перейти дальше. Но перед тем, как я думал выступать, я сегодня выступать не буду. Но я хочу, наверное, мысль такую донести. Чем отличается инфо-цыганство от настоящих людей-практиков? Инфо-цыгане – это люди, которые, первое, продают мечту. Второе, у них все это
мотивирует. И у инфо-цыган можете почитать отзывы, вот особенно девушки пишут там. И я так мотивировалась, кофе с корицей, Патрики с кофе пойти заснять, что там, рилс там, да, там, мужчина должен зарабатывать 1 миллион денег и так далее. И вот эта вся продажа мечты, она ни к чему хорошему не приводит. Сегодня то, что мы делаем, мы показываем людей действительно с высокими результатами, которыми я сейчас расскажу немножко про Элину. Потому что Элина в юном возрасте, прекрасная Элина, увлекалась спортом и увлекалась косметикой. Когда в школе и в институте девочки пытались себе найти мальчиков, мальчики пытались добиться Элину. Но Элина тогда была настойчивой и не поддавалась разным соблазнам и всегда шла к цели. Быть лучшей в сфере красоты. Когда девочки активно в институте ходили в клубы, в рестораны, на свидания, коллекционировали букеты и мужчин, Элина любила коллекционировать деньги, чем она сегодня и занимается. Ее главным хобби было зарабатывать деньги, заниматься спортом, заниматься красотой. Она хотела открыть свое производство косметики и запустить свой бренд. Было много препятствий на ее пути, но она решила обратиться к Google. Дорогой Google, что мне сделать? Помоги мне, пожалуйста, осуществить мечту. Google говорит: Элина, переезжай в Казань и найди достойного татарина, с кем можешь вести бизнес. Элина послушала Google и решила переехать в Казань, дабы развивать там бизнес. Она решила запустить бьюти-коворкинги Индии, и у нее это получилось. И на нее обратил легендарный Ильназ Набиуллин. Так что они заколлаборировались, она нашла татарина, и они запустили более 1000 коворкингов. Давайте поаплодируем по этой информации. После чего она познакомилась с Ильназом, ему понравилась идея, и они масштабировали. Элина продолжала развиваться, получать новые премии. Ее активно приглашали на все мероприятия, но она спать спокойно не могла. Так еще и на нее и компанию Wildberries, буквально вчера в компанию Wildberries обратили внимание, и про Элину официально уже напишут в книге Wildberries, и она войдет в историю Wildberries. Давайте поаплодируем ей. Элина Исмаилова, собственное производство косметики и парфюмерии для дома Эннелин, победитель номинации бренд года 2024, прорыв парфюмерно-косметической промышленности, основатель самой крупной федеральной сети коворкингов в Индии, публикации деловых СМИ ВС.ру, 360 БИС, ТАСС, Лиза, как у тебя много, приглашенный спикер деловых конференций Инстаграм, Клуб «Сильные люди», Сенсей и других корпораций. 6-е место по России по бодибилдингу. Гордость татарского народа Элина Исмаилова. Всем добрый день, спасибо большое. На самом деле я на таком мероприятии первый раз, то есть я часто выступаю с микрофоном на большой сцене перед большим количеством людей, но сегодня это очень волнительно. Не знаю, почему может быть такая нестандартная ситуация, поэтому и презентации как таковой у меня не было, я не готовилась. Мне сказали, как пойдет, так пойдет. Ну, поэтому буду рассказывать, куда направится, наверное, энергия. Я сама родилась в Казахстане, в 16 лет переехала в Москву, именно поступила в Плеханово, обучение у меня было. Потом уезжала в Лондон, училась, в Америке училась, возвращалась обратно, доучилась в институте, закончила MBA. И в какой-то момент я ушла по стопам отца, я из семьи предпринимателя, у меня папа энергетик в Казахстане, очень такой достаточно сильный в своей нише. И ушла в сферу энергетики, строила мобильные газотурбинные электростанции на больших проектах, вот Олимпийский Сочи 2014 у меня были, еще много разных сильных проектов, которые государственной важности. И в какой-то момент для себя я понимаю, что это настолько сильная ниша, что в ней нет ничего женского. А я вроде как вот про девочку, про женственность. И вроде все девочки в это время на самом деле строят семьи, выходят замуж, рожают детей. А мне вот хотелось что-то тоже такое нестандартное. И в этот момент я принимаю решение, что я хочу уйти из семейного такого, наверное, бизнеса, из энергетики и приезжаю в Казань. Учитывая, что в Казани я никогда не жила, мне очень понравился свой город, я поехала искать корни своей бабушки. Как раз таки изучая древо, я решила там на какое-то время остаться. Учитывая, что я жила в Москве, у меня тут все было. Я переезжаю в Казань и понимаю, что я не могу устроиться на работу. То есть классическая работа, она
На тот момент мне предлагали с моим образованием там, Лондона, Америки, России, Плеханова, мне предложили 17 500. Ну, на то время как бы у меня квартира стоила в аренду 12 500, и как будто бы сальдо не сходилось. Дебет с кредитом за 17 500, в энергетике работать, что-то нужно было делать. И тогда я приняла для себя решение, что я, наверное, попробую стать предпринимателем, как и мой папа. Очень долго думала, в какой нише мне как раз-таки можно зафиксироваться, и вспоминаю, что как раз-таки в Америке, когда я училась, была очень популярная история шеринговая. То есть это было только популяризировалось, это сейчас мы все знаем, что такое каршеринг, что такое вот шеринговая как раз-таки экономика, что можно там рестораны, да, на одном кусочке там разные как раз-таки открывать. Но 10 лет назад шеринговая экономика это было вообще что-то из ряда такое странное. И на тот момент я понимаю, что нужно как раз-таки применять знания, которые я принимаю там, и в нашей стране стараться что-то привнести новое. И я открываю для себя коворкинги, но они бьюти. То есть это когда каждый мастер индустрии красоты может арендовать рабочее пространство за небольшую сумму и работать. И то есть он уже может получать непосредственно ту там, зарплату, не зарплату, да, а свои дивиденды, которые он хочет. И как раз-таки мы в этой сфере достаточно быстро стали развиваться, то есть я развивала на тот момент сама, развилась 13 точек, поняла, что как бы вроде бы это интересная ниша, и стала понимать, что дальше я не понимаю, что можно с этим сделать. Вроде бы все классно. 13 точек есть, но они там не так быстро это получилось. Это было из разряда я была бухгалтером, доставщиком, уборщиком, сама же администратором, сама же научилась, стала бровистом, чтобы понимать. То есть человек, который из большой энергетики, учится делать брови, чтобы понимать боль мастера. То есть я изучила изнутри любой продукт, я всегда изучаю изнутри. И поняла, что определенные ветки нужны для мастеров, и начала как раз-таки масштабировать. И цель была какая? Я всегда чуть-чуть глобальнее мыслю, чем просто одна точка. Я хотела на тот момент сделать именно такой проект, который бы позволил каждой женщине, вне зависимости от возраста, от образования, от сферы деятельности, зарабатывать и своим как раз-таки временем уметь управлять. То есть и быть свободным по всей России. На тот момент в Америке была самая сильная франчайзинговая компания, называется Solo Salon. Их было 400 как раз-таки штук. И я понимала, что если я буду на них смотреть, как раз-таки я могу стать номером 1 лидером. Но как, я не знала. И тогда как раз-таки, живя в Казани, то есть Казань, я все-таки приехала не так давно, там это было буквально, там прошло 2 года. Я не знала, кто сильные лидеры, бизнесмены, предприниматели на том рынке. И просто пошла по списку, там вот кто были на тот момент. И мне вот сказали, вот вроде в бьюти-индустрии есть один из лидеров, можешь обратиться к нему. И, наверное, из-за того, что я не знала, что, оказывается, как бы это не очень красиво, я просто написала в Инстаграме, у меня есть такая-то тема, давай переговорим. Вроде бы там в этом же нет ничего такого. Я приезжаю на переговоры, оказывается, это Ильнас Набиуллин. И он на меня большими глазами спрашивает, а ты знаешь, кто я? Я говорю, нет, наверное, просто наверное, что-то есть. Классный парень, там все харизматично, круто. Но я знала по бизнесу, я не знала по каким-то другим именно там достижениям. И именно в бизнесе мы как раз-таки научились коннектиться, разговаривать. За 4 часа мы запартнерились. И через 4 часа мы приняли решение, что мы станем партнерами с ним. Но была одна история, что я хотела вернуться в Москву. Все-таки я из Москвы, и мне Москва ближе, я поступила на MBA. И мы принимаем решение, что мы оба переезжаем в Москву. Буквально там наверное, за месяц или за 2. Мы переехали в Москву, построили, начали строить сеть. В это время у него растет свой проект Чио-Чио. Дополнительно к этому проекту подсоединяются еще другие бренды. Мы становимся холдингом, и у нас 800 точек не коворкингов, а вообще всех продуктов, которые есть сейчас. Это самый большой бьюти-холдинг в России и 7-й в мире. То есть мы сделали 7-й холдинг, в том числе совместно. На сегодняшний день прошло 7 лет, то есть 7 лет это наша вот эта история партнерства. Это про то, как можно партнериться, дружить, и тогда как раз-таки Ильнас сказал мне одну вещь, что из дружбы в партнерство не бывает, но из партнеров хорошие друзья могут получиться. И как-то тогда я сильно про это задумалась, что, наверное,
Мы как раз были классными партнерами и стали просто дружить. Сейчас мы немножко разошлись, у меня есть еще ряд своих проектов, у него ряд других проектов, но мы очень хорошо дружим, мы очень хорошо партнеримся. И все просто потому, что на начальном этапе мы сильно проговорили свои опасения, свои желания, свои возможности и кто что хочет получить на итоге. Я тогда очень сильно хотела стать лидером ниши вот именно в бьюти-индустрии, по бьюти-коворкингам. И мы про нас стали писать, приезжать, Первый канал приезжал, мы на пятнице как раз-таки нас показывали, у нас практически все звезды прошли через наши коворкинги. В среднем по Москве, например, есть визажисты, которые спрашивают, что был когда-нибудь в Индии, они говорят, да, был. Я приезжаю там в Турцию, мне говорят, что они были в моих точках. Я приезжаю там просто где-то между делом, мы в Китае были. Я просто спросила, говорю, вот очень много было из Москвы ребят, типа, кто знает, кто был, и практически там треть рук все равно подняла. Это про то, что вот как можно построить партнерство, построить сеть, и то, что из маленькой идеи, которую когда-то ты подсмотрел, может быть, где-то, но, конечно, в любом случае, мы переориентировали ее, получилась такая интересная история. И самое, что интересно, через лет 5 ко мне приехали, как раз-таки начали писать ребята из Америки, которые как раз-таки с того же соло-салона, на кого я смотрела, они мне же начали писать, типа, Элина, мы знаем, какие ваши коворкинги крутые, можете поделиться с нами вашими лайфхаками. Что вы делаете того, чего не делаем мы? И я просто им сказала, говорю, это просто, наверное, удача, но которая была сделана и большим количеством итераций, ошибок в том числе, но и побед. То есть это была такая одна из моих побед, я считаю. Ну, как бы, это большая часть моей жизни, которая вот стала помогать и дала возможность поверить не только мне в что-то, что можно сделать одному человеку что-то большое, но и в том числе большому количеству людей, которые приходят, спрашивают, интересуются. И там, у меня не было там, на тот момент инвестиций больших, то есть инвестиции были 500 тысяч рублей от продажи машины. У меня не было какого-то административного сильного ресурса, у меня не было навыков бизнеса, ну, толком, там, вот MBA, который вот я в процессе училась и применяла. Это только просто упорство и количество итераций, сделанных, наверное, в этом проекте. Проект развивался, он был классным, но, как все мы знаем, мы зашли в историю пандемии, 2 раза пережили, прирастали и зашли в такое сложное экономическое событие в 2022 году. И было необходимо выживать, было необходимо что-то перестроиться, пересобраться. И как-то случайно я инвестировала в один из проектов парфюмерии, где захотела как раз-таки расширять и понимать, что такое косметика, как она создается, как можно расти. Так получилось, что то партнерство как раз-таки полная противоположность, оно не получилось у меня, но получилось производство косметики. На сегодняшний день у нас более 1000 квадратов, мы делаем косметику для лица, для волос, для тела, парфюмерию для дома, вот сейчас планируем парфюмерию для людей, да, уже там полноценную опять вернуть этот проект делать. На сегодняшний день у нас запускается второе производство по выдувке тары, то есть мы хотим закрыть полный цикл. Это практически очень мало производств, которые на российском рынке делают полный цикл сейчас. То есть мы можем взять абсолютно любой проект, разобрать его на молекулы и сделать аналогичный состав. То есть и как раз-таки мы это делаем очень хорошо, качественно. Партнеримся с большими блогерами, там, звездами Мия Бойко, Нему Таранетки, большие крупные компании, Вими, Лаки, которые достаточно такие большие, прям заказывают у нас по 150 тысяч единиц. И вот, например, в моменте нам сейчас уже помещения не хватает, мы ищем себе земли, мы ищем себе, где можно построиться. И самое, что интересно, это тоже не на инвесторские деньги все открыто, это на собственный капитал, собранный от предыдущих проектов. И наша задача, это как раз-таки, если там есть компании, которые привлекают внешние какие-то деньги, мы сейчас, там, я, например, сама это делаю в разрезе того, что могу это сделать. И я считаю, что мы достаточно быстро двигаемся в рамках того, что у меня еще есть другие проекты. То есть Индия, он никуда не делся, я там такой же акционер.
Я в совете директоров участвую на совещаниях, слушаю, принимаю решения, что происходит с брендом. Но помимо этого вот развиваю два еще других направления, в которые тоже подразделяются на контрактные, подразделяются на собственные продажи. И, конечно, хочется собственный бренд взрастить, вот поэтому мы сегодня с командой прям целый день штурмили, как это можно там иксануть, как мы можем это сделать большим проектом, и чтобы он был на уровне международных, потому что все знают, что после 2-го года, да, на сегодняшний день очень много кто вышел. То есть вышли там Johnson & Johnson, да, там Шаума, Pantene Pravi, их практически уже нет на рынке. И рынок, он, конечно, такой достаточно сложный, потому что объемный, но интересный. И мне очень вот было интересно, как можно, не имея там ничего, и через там 2 недели получить готовый шампунь, который будет там соответствовать всем стандартам качества, госкачества. То есть у нас Роспотребнадзор приезжал, все проверки, сертификации, СГР мы все проходим, все тесты мы проходим максимально, сколько мы можем, мы вкладываем в качество продукта. Пока, конечно, у нас не хватает немножко, может быть, каких-то там насмотренностей, еще чего-то, но в рамках там своего проекта, я думаю, что это там, в ближайшие годы мы это реализуем. Основная, наверное, такая история, вот сейчас я там редко куда-то выхожу, потому что весь фокус у меня в проекте. Я предприниматель, который, наверное, из 100% всего времени занимаюсь бизнесом 90%. Даже вот завтра у нас, например, инвентаризация, мы уезжаем на производство, послезавтра у нас прием на складе нового оборудования будет. И так у меня целыми днями. Ну, на какой-то момент, на этот и на следующий год я себе поставила такую цель, что нам необходимо сейчас это сделать, потому что через 5 лет там, я хочу немножко как раз-таки уже там освободиться от этого. Но у меня нет возможности нанимать там каких-то топов заграничных, потому что, во-первых, их нету, во-вторых, просто-напросто это очень финансово затратная история. И тем самым, я думаю, что мы все равно вырастем там еще x10 за этот промежуток времени. На сегодняшний день мы уже в Золотом Яблоке, в Литуале, в Леруа Мерлен, Лиман Про сейчас, ну и, понятно, в Альбери, Озон, там классические тоже сетки, маркетплейсы, мы тоже там присутствуем. На сегодняшний день мы хотим вот со Вкусвиллом ведем переговоры, как раз-таки для них парфюмы для дома изготавливать. Но, конечно, в большей степени это все равно будет собственный бренд, который мы будем развивать. И я надеюсь, в ближайшее время мы станем гордостью не только России, да, но и в том числе Республики Татарстан. У нас была история очень интересная. В моменте мы запартнерились с иностранными ребятами, которые научили нас управленческой франшизе. Это когда ты под привлечение инвестиций открываешь точки. Но вопрос, как бы, они тяжелее, чем даже собственные, и чем кредитные из банков, потому что у тебя четко есть. Тут есть люди, ты перед людьми отчитываешься, ты с людьми должен работать. И в моменте, когда вот эта вся история рухнула, это было сложно, когда у тебя многие инвесторы со всего мира. И я не понимала первое время вообще, как работать с людьми, которые находятся в Дубаях, когда кто-то там с тобой хочет дружить, кто-то не хочет дружить. И это такая история, наверное, ну, мы сложно пережили этот момент, потому что мы все равно исполняем свои обязательства, до сих пор их исполняем. Они прям, можно вопрос? Да. Они прям в моменте, то есть прям так вот доверяли вас, знали, где-то прочитали по поводу вас и там спокойно там 500 тысяч или миллион просто вас инвестировали, вам передали или как это? Другая система была, там на самом деле это все через договора. Это все через там, у нас был отдел продаж, у нас есть договора со всеми. Они юридически зашли во все точки, то есть в этих точках есть юридически у нас бенефициары международные. То есть это не так, что там типа мне просто на карту кинули, да, и я пошла довольная, там куда-то их потратила. Это все официально с юристами, А вопрос, а где взять этих людей? Потому что я вот сталкиваюсь с тем, что иногда общаешься с людьми, и у всех денег нету. Денег очень много. Да. А где их взять, где вот таких людей взять? Вот я не знаю, у меня, например, не стоит вопрос, где взять деньги. У меня стоит вопрос, что я их не беру. Потому что пока временно я капитализирую свою компанию. Пока мы, например, сейчас взяли под определенный процент, как производственники, кредит под производство. То есть мы именно как ООО считаемся производственные, и очень много вообще, в принципе, в стране сейчас
субсидий, дотаций для именно производственников, чтобы мы росли и могли там как-то развивать свою страну. Но в целом таких организаций очень много, которые именно привлекают инвестиции. Вообще много, да, людей, которые могут вам помочь, если у вас есть четкая финансовая модель. Эта финансовая модель, она рабочая, она проверенная. Давайте поаплодируем. Давайте еще два вопроса. Прям, давай. Ты, да? Да, насколько ваша продукция вообще соответствует нормам? Мы проходим все сертификаты качества, у нас есть отдельная лаборатория, у нас есть отдельный контроль качества, который проверяет входящее сырье, исходящий продукт конечный. У нас на каждый продукт есть сертификаты соответствия, сертификаты качества, сертификаты декларации, то есть вообще абсолютно, потому что на золотое яблоко, Литуаль, эти компании просто не возьмут тебя, если у тебя нету определенного ряда бумаг. И, например, в золотое яблоко мы выходили 8 месяцев. Мы 8 месяцев пытались туда зайти со своей косметикой, потому что они все проверяли, чего-то не хватало, мы доскидывали, они проверяли, тестировали, мы им отправляли в разные точки страны свою косметику, на там, лаборатории, на тестировочные, еще что-то. У нас приезжал Роспотребнадзор сама, она приехала, он посмотрел, говорит, блин, ребят, все классно, типа, дайте мне, там, отправьте меня на такси домой, типа, что я приехала. То есть мы прям именно выездные проверки у себя делаем спокойно, потому что у нас все в капеле, все соответствует нормам Санпина, у нас вода проходит дистилляцию абсолютно любая, то есть чистейшая, хотя многие производства этого вообще не делают. И много производств, к сожалению, там, да, не все соответствуют качеству. Но мы стараемся, потому что я всегда говорю, как еще со времен там, с первого проекта своего, могла бы я свой проект подарить маме. И если я своей маме не дам этот шампунь, и она не будет пользоваться, я не буду это делать. То есть мне важен продукт тот, который я отправлю бабушке, и я буду с удовольствием подарю маме. И вот я знаю, что мама у меня пользуется им, я знаю, что у меня бабушка в другой стране пользуется им. Ну, соответственно, этот продукт точно качество прошел. В среднем я очень часто задаю вопросы про семью у сотрудников. Есть ли муж, жена, есть ли дети, есть ли родители, где они живут. То есть я люблю прям посмотреть, как думает. То есть если, скорее всего, есть коннект с родителями, значит, человек более там, заряженный на успех. Если у него есть семья, значит, он будет более привержен работе. Какие скиллы? То есть я люблю людей, которые с образованием высшим. Ну, потому что я, наверное, сама с высшим образованием, не с одним. Поэтому в целом я люблю, когда человек образованный и есть о чем поговорить. Я люблю, когда человек приходит и рассказывает о том, что он хотел бы через 5 лет. Очень часто, когда я задаю вопрос, как ты видишь себя через 5 лет, многие люди теряются. Они говорят, я не знаю. Ну, вот рядовые сотрудники, они просто не знают, кем они хотят быть. И через месяц, через другой, когда проходит испытательный срок, я обязательно вызываю любого человека, пусть он будет линейный или руководящий состав, и задаю вопрос, кем ты себя видишь в этой компании через год. И если я понимаю, что человек через год вообще себя здесь не видит, то, скорее всего, он не лоялен ко мне. Нелояльных людей очень сложно с ними работать, их вырастить сложно, с ними бизнес построить сложно. И для меня лояльность, она сильно выше, чем умение и навык. Потому что навык я могу дать, я могу обучить, я могу в него потратить деньги, я могу ему давать книги. Я каждый день слушаю, кстати, один подкаст, пока я иду на работу, и один подкаст, когда я еду домой. Каждый день. То есть у меня 2 подкаста 100% есть. И Гребенюк очень интересную вещь сказал. По-моему, он разговаривал как раз с основателем всеинструменты.ру. И там тоже примерно такая же система, он постоянно обучает людей. И вот я очень много обучаю. Прям я постоянно говорю, там, иди учись сюда, я плачу тебе это, иди учись сюда. И, конечно, люди уходят. Очень часто люди уходят. Они у меня вырастают, они обучаются, приходят в какую-то смежную аналогичную компанию и говорят, я выучился там-то, 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 и никто не говорит, что типа за чужие деньги. Раньше часто расстраивалась. А тут недавно я как раз услышала вот эту тему про то, что боишься ли ты, что ты обучишь человека, вот Гребенюк спрашивает как раз, боишься ли ты, что ты обучишь человека и уйдет? И очень хороший ответ, я боюсь, что человек останется и ничему не научится. И вот это вот я всегда боюсь, что рядом со мной будут люди те, которые не будут обучаться, не будут стремиться, не будут хотеть там больше зарабатывать, потому что если они больше зарабатывают, я больше зарабатываю, компания растет. И вот этот вот вопрос, он всегда у меня такой ключевой. И, кстати, к сожалению, после этого вопроса я практически там 30% команды я меняю. То есть потом уходят. Вот, поэтому вот так вот.
Спасибо.